Модуль 7. Права и обязательства. В предыдущем модуле мы узнали об условиях оплаты труда и ваших расходах. В этом модуле мы узнаем, какие у вас есть права на всех этапах участия в программе сезонных работников. Всю нужную информацию вы обязаны получать через официальные и надежные источники, такие как, например, ваш оператор программы. Какие права у вас есть? Ваши права должны быть прописаны в контракте. Вы имеете право получить контракт на таджикском и английском языках. На самом деле вы можете получить контракт на русском языке, но вы можете обратиться за переводом к оператору программы, в Центр трудовых прав или в Центр поддержки работников. Вам должны платить не меньше минимальной национальной почасовой ставки, которая составляет 12,21 фунтов в час. Вам не могут предлагать заключить контракт с нулевым уровнем гарантированных рабочих часов. Убедитесь, что вы понимаете условия вашего контракта. Обратитесь за помощью, если что-либо в вашем контракте вам не ясно. Ваш работодатель обязан ответить на любые ваши вопросы по поводу вашего контракта. У вашего работодателя также есть права. Он может уволить вас при следующих обстоятельствах. Вы плохо справляетесь с работой. Например, вы работаете медленно и часто не справляетесь с поставленными задачами. Вы не прошли испытательный срок. Вы ссоритесь с коллегами, употребляете много алкоголя и вообще мешаете окружающим. Вы преследуете, оскорбляете или угрожаете кому-либо на ферме. Вы постоянно прогуливаете работу. Вы игнорируете правила охраны труда и техники безопасности. Вы больны или с вами произошел несчастный случай и вы долгое время не сможете работать. Ваш контракт также может быть расторгнут, если на ферме больше нет работы. Обычно это происходит из-за погодных условий или неурожая. В вашем контракте должно быть указано, что минимальное гарантированное количество рабочих часов должно составлять 32 часа. Вы имеете право на один выходной в неделю или 2 выходных подряд каждые 14 дней. Вас не могут заставить взять выходной, если вы сами этого не хотите. Вы имеете право на 11 часов непрерывного отдыха между окончанием работы и началом работы на следующий день. Ваше рабочее время не может превышать 48 часов в неделю в среднем за 17-недельный рабочий период, за исключением случаев, когда согласитесь на это письменно. С вами не могут поступить несправедливо или уволить за отказ работать больше установленных часов. Вы должны приходить на работу вовремя и не пропускать ее без уважительной причины. Вы имеете право на получение оплаты вовремя. Вы имеете право на оплату труда по ставке не ниже минимальной общенациональной почасовой ставки. У вас есть право присоединиться к пенсионной программе, если вы этого хотите. Вы имеете право на оплачиваемый отпуск, включая компенсацию неиспользованных дней отпуска. Находясь в Великобритании, вы не можете получать такие пособия, как пособие по безработице или инвалидности. У вас есть право попросить о переводе на другую ферму. Однако нет гарантии, что запрос о переводе будет удовлетворен. Вне зависимости от того, на скольких фермах вы работали, вы имеете право на возмещение подоходного налога. Ваш оператор программы обязан объяснить условия и порядок подачи заявления на перевод на другую ферму. Вы имеете право на защиту от дискриминации по признаку пола, гражданства, национальности, расы, религии или любым другим признакам. Вы должны всегда относиться к своим коллегам справедливо и с уважением, независимо от их пола, гражданства, национальности, расы, религии или любых других признаков. Вы имеете право свободно исповедать свою религию. Ваш работодатель должен относиться к вам справедливо и уважительно. Ваш работодатель обязан предотвращать дискриминацию и притеснение на ферме. Вы имеете право на бесплатные услуги неотложной помощи. Вы можете бесплатно зарегистрироваться в клинике у врача-терапевта. Вам должны быть выданы соответствующие средства индивидуальной защиты. У вас есть право на оплату больничного листа, если вы соответствуете определенным условиям. Оператор программы должен предоставить вам медицинскую страховку бесплатно. Возможно, вам придется оплатить дополнительные расходы по некоторым медицинским услугам.
Вы можете покинуть ферму по согласованию с работодателем в любое время и вернуться в свою страну. После выхода из программы вы не можете остаться на территории Великобритании. Если вы покинете свою ферму и будете работать в другом месте, будет считаться, что вы работаете в Великобритании нелегально. Помните, что если вы работаете в Великобритании нелегально, то вы становитесь уязвимым в торговле людьми. Мы подошли к концу 7-го модуля о правах и обязательствах. Надеемся, вы получили достаточную информацию об этом этапе программы. Давайте рассмотрим ваши права и обязательства на конкретных примерах. В модуле 8 мы узнаем, к кому обращаться в спорных или экстренных ситуациях за поддержкой.